Поистине вся хвала принадлежит Аллаху. К Нему мы взываем, Его мы просим о помощи и прощении. К Нему мы прибегаем от зла наших душ и от наших скверных дел. Того, кого Аллах наставит, никто не собьет. А тот, кого Он сбил с прямого пути, никто не сможет наставить. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, единого, у которого нет сотоварища. Он превыше того, чтобы иметь себе равного, похожего и подобного себе. Также свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, его избранник и любимец, лучшее из его творений, и ответственный за донесение его откровения. Господь послал его в качестве милости для всех миров и в качестве довода для всех рабов. Да благословит его Аллах и приветствует, а также его пречистых домочадцев, его благородных и достойных сподвижников. И да пребудут над ними благословения, пока его вспоминают в молитвах праведники, и пока день сменяется ночью. Мы просим Аллаха, чтобы Он сделал всех нас из числа праведников его общины и воскресил нас в судный день рядом с Ним. А затем, уважаемые братья-мусульмане, Всевышний Аллах создал человека, поставил его наместником на этой земле и возложил на него ответственность. Мы предложили небесам и земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести ее и испугались этого. А человек взялся нести ее. Воистину он является несправедливым и невежественным. Аллах даровал человеку способности, благодаря которым он может возделывать землю, главенствовать на ней. Аллах даровал ему руки и ноги, сердце и разум, а также даровал ему глаза, уши и язык. Кому-то из людей Аллах дал больше способностей в этом мире, а кому-то меньше, а кого-то сделал глухим и немым. Поистине, есть один орган, которого каждый день с самого утра предостерегают от греха все остальные органы тела. Сколько распалось семей из-за одного этого органа? Сколько детей остались сиротами? Сколько людей попало в тюрьму? Сколько по его причине было похищено имущество? Сколько из-за одного лишь этого органа произошло споров и препирательств? Сколько из-за одного этого органа людей было уволено с работы? Сколько развалилось союзов между двумя людьми по причине него? Сколько убытков получили люди в торговле по причине него? Сколько споров, драк и убийств произошло по причине него? Я встречал многих людей в тюрьмах, когда приходил туда с лекциями, и спрашивал их о причине их заключения. И оказывалось, что все это по причине этого органа, о котором мы сегодня поговорим. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, предупреждал нас об опасности этого органа. Он упоминал, что рабу следует использовать его или в подчинении Аллаху, или совсем молчать. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, как упоминается в хадисе Биляля ибн аль-Хариса, переданного от имама ат-Тирмизи, человек может произнести всего лишь одно слово из того, чем доволен Аллах, за что Аллах предпишет ему свое довольство до самого судного дня. И человек может произнести всего лишь одно слово из того, что разгневает Аллаха, и из-за этого Аллах предпишет ему свой гнев до встречи с ним. Один из передатчиков этого хадиса, Алькама, сказал, сколько слов и речей запретил мне хадис, переданный Билялем ибн аль-Харисом. Также пророк, да благословит Аллах его и его семью, сказал, человек может произнести всего лишь одно слово из того, что разгневает Аллаха, не придав этому значения, но за это он будет падать в ад на расстояние, большее, чем расстояние между Востоком и Западом. Передали Бухари и Муслим. Однажды Суфьян ибн Абдуллах пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и спросил, «О посланник Аллаха, укажи мне на дело, которое введет меня в рай». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Скажи, я уверовал в Аллаха, а потом придерживайся прямоты». Он снова спросил, «О посланник Аллаха, добавь еще чего-нибудь». Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Удерживай у себя вот это. Будь внимателен к своему языку. Пусть он не растратит твои награды, не увеличит твои грехи, не подтолкнет тебя к причинению вреда людям и впоследствии приведет тебя к раздаче им своих благих дел. Удерживай у себя это». Также в хадисе, переданном у имама ат-Тирмизи, передается, что Муаз, да будет доволен им Аллах, однажды сидел рядом с пророком, да благословит его Аллах и приветствует. И он, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «О Муаз, не поведать ли мне тебе о главе всего этого дела, его столбе и самой его вершине?» Он ответил, «Конечно, о посланник Аллаха». И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Глава этого дела ислам, его столб – молитва, а его вершина – это джихад на пути Аллаха». Потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, добавил, «Муаз, не поведать ли мне тебе о главной части всего этого? То есть я сообщу тебе о том, благодаря чему ты сможешь достичь всего этого и собрать все воедино». Он сказал, «Да, о посланник Аллаха». Тогда он взялся за свой язык и сказал, «Удерживай свой язык, удерживай свой язык, сдерживай его».
Он сказал: «О пророк Аллаха, так с нас и в самом деле спросят за то, что мы говорим? То есть, о пророк Аллаха, ты не сказал мне, что я добьюсь всего этого многочисленными пожертвованиями из-за их достоинства, или джихадом на пути Аллаха из-за величия джихада? Не упомянул ни о хаджи, ни об умре. Ты всего лишь предостерег меня от вреда моего языка, хоть он и малого размера, но грехи его велики. О пророк Аллаха, так с нас и в самом деле спросят за то, что мы говорим?» Тогда он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Да лишится тебя твоя мать, о Муаз! А разве будут ввергать людей лицами или носами в огонь за что-либо, кроме клеветнических речей? О Муаз, что подвергает спину избиениям плетьми, кроме клеветнических обвинений целомудренных женщин? О Муаз, что подвергает человека мучениям, заключению, отбиранию имущества, или, может быть, даже отрубанию его головы, кроме его языка? Что толкает человека к сплетням, клевете, сеянию раздоров, кроме его языка? Да лишится тебя твоя мать, о Муаз! Разве будут ввергать людей лицами или носами в огонь за что-либо, кроме клеветнических речей?» Пророк предупреждал нас о пагубных последствиях языка. Он, да благословит его Аллах и приветствует, оповещал нас о том, что, может быть, этот язык лишит раба наград, заработанных им выстаиванием ночных молитв, постом в полуденный зной. Передается у имама Ат-Тирмизи, что пророку, да благословит его Аллах и приветствует, рассказали о женщине, которая постится днем и молится ночами, поклоняясь своему Господу. Однако, наряду со всем этим, она причиняет вред соседям своим языком. Женщина молится ночью, совершает молитву ад-духа, совершает дополнительные молитвы, раватиб, читает Коран, постится. Однако в ней есть один недостаток. Она не может контролировать свой язык. Об одной соседке она злословит, другую ругает. Между другими соседками она сеет вражду, пересказывая им их речи. Наряду со всем этим она причиняет вред соседям своим языком. Что же ответил пророк, да благословит его Аллах и приветствует? Разве он сказал, что все это будет ей прощено, потому что у нее горы благих дел? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, знал об опасности языка и знал то, что польза ее молитвы и других обрядов поклонения остается между ней и ее Господом, а из-за ее языка, может быть, были разобщены семьи, дети остались сиротами, жены получили развод. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал о той женщине, которая молилась и постилась, но вредила соседям своим языком: она окажется в огне. Она окажется в огне. Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, когда его спросил Абу Муса, какое соблюдение ислама будет самым наилучшим, сказал: мусульманин — это тот, от языка и рук которого другие мусульмане чувствуют себя в безопасности. Он не сказал, что лучшее соблюдение ислама — это то, чтобы ты постился днем и молился ночью. Он поведал нам о том органе, действие которого распространяется на других людей. Он сказал: мусульманин — это тот, от языка и рук которого другие мусульмане чувствуют себя в безопасности. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто поручится мне за то, что между его ног и между его губ, я поручусь ему за то, что он попадет в рай. У имама Ат-Тирмизи приводится хадис о том, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сидел со своей женой Аишей, да будет доволен ею Аллах, и Аиша начала говорить о Софии, другой жене пророка. Всем известно, что происходит между женами одного мужа из ревности. И Аиша сказала: о посланник Аллаха, достаточно в твоей жене Софии из недостатков того, что она такая-то и такая-то. И сделала жест своей рукой, имея в виду ее невысокий рост. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: замолчи, о Аиша, замолчи, о Аиша. Ты сказала такие слова, которые, если смешать их с морем, все море станет зловонным. Если бы мы пожелали размешать количество греха от этих слов и запах в водах всех морей земли, они бы испортили запах этих морей. А что такого сказала Аиша? Она сказала: достаточно в твоей жене Софии из недостатков того, что у нее низкий рост. То есть, как тебе может нравиться ее красота, пока в ней есть этот недостаток, то, что у нее низкий рост? Я заклинаю тебя Аллахом. Что бы сказал пророк, услышав слова некоторых людей, которые порочат других, приписывая им скупость или некрасивую внешность, или порочат других, приписывая им презрение, ненависть, злость, дурное поведение. А может быть, они добавляют к этому грехи, начинают сеять раздоры между людьми,
передавая им их речи. Каким будет их состояние, если Аиша всего лишь сказала: «София невысокая», и ее к этим словам побудило естественное чувство женщины – ревность. Однако, несмотря на это, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ты сказала такие слова, которые, если смешать их с морем, все море станет зловонным». Этим пророк хотел показать величину греха этих слов. Поэтому, уважаемые мусульмане, наши праведные предшественники, сподвижники и те, кто шел за ними, да будет доволен ими Аллах, были очень требовательны к своим языкам. Абдулла ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Клянусь Аллахом, нет вещи более заслуживающей заключения, чем язык». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто верит в Аллаха и последний день, пусть говорит благое или молчит». О мусульмане! Да помилует Аллах человека, который, желая произнести слово, сначала обдумывает его. Поднимает ли оно его перед Аллахом? Принесет ли радость его братьям? Эти слова дозволены для общения с людьми? Или же в них содержится злословие о ком-нибудь из людей? Или это излитие своей злости? Или же в них есть ругательство и проклятие? Может быть, в них есть возбуждение забытой злобы между людьми, которую он возобновит напоминанием о ней. Он размышляет о смысле этих слов. Как сказал один из наших праведных предшественников: «Я желал бы, чтобы у некоторых людей шеи были как у жирафа, чтобы когда слово исходило от сердца, оно бы доходило до языка только после того, как он его обдумает». Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал, указывая пальцем на свой язык: «О язык, говори благое, и ты приобретешь благо, и сторонись зла, и тогда ты спасешься». Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в хадисе, переданном имамом Бухари: «Когда наступает утро, все органы человека начинают увещевать язык, говоря: мы зависим от тебя. Если ты будешь прямым, пойдем прямо и мы. Если ты собьешься, собьемся и мы». Да, сколько бед язык принес в спине, когда она была высечена плетью из-за слов, произнесенных языком. И разве того, кто обвиняет в прелюбодеянии целомудренных женщин, не секут плетьми? Сколько людей подверглись конфискации имущества или большим денежным штрафам? В этих случаях язык принес беду имуществу, принес беду руке и тому, что она добыла. Сколько ног он удержал от свободного передвижения, став причиной попадания человека в тюрьму из-за каких-либо слов, произнесенных языком. Передается, что один из правителей, живших прежде, однажды отправился на охоту. Когда наступила ночь, люди опьянели от выпитого ими вина и стали рассказывать смешные истории, чтобы развеселить правителя. Один из них сказал: «О правитель, если на вершине этого холма убить человека, докуда дотечет его кровь? Если человек будет истекать кровью, земля впитает ее сразу же, или она сойдет вниз? Если так, то докуда, как ты думаешь, дойдет эта кровь?» Они были пьяны. И правитель сказал: «Давайте посмотрим. Зарубите его на вершине этого холма». Он закричал: «Я пошутил». Правитель же сказал: «Я сказал, зарубите его, чтобы мы посмотрели, докуда дотечет его кровь». Они подняли его на холм, связали и зарубили. На утро, когда они очнулись и пришли в себя, правитель спросил: «А где мой шутник такой-то, с которым мы вчера ужинали и шутили?» Ему ответили: «Мы вчера его убили». Он спросил: «А кто вам велел это сделать?» Тогда они рассказали о том, что произошло ночью. Когда они закончили, он сказал: «Пресвят Аллах, о, если бы слова могли, обратившись к сказавшему их, попросить: оставь и не говори меня. О, если бы слова могли обращаться к сказавшему их: не говори меня, сказав: ты создашь себе проблему. Не говори меня, удерживай свой язык. О, если бы слова могли, обратившись к сказавшему их, попросить: оставь и не говори меня». Сколько жен получили развод по причине своих слов? Лучше бы они их не говорили и удерживали свои языки. Сколько юношей было выгнано из дома, и между ними и их отцами разрывались отношения по причине слов, которые они сказали, обращаясь к своим родителям. Сколько братьев перестали общаться между собой по причине слова, которое они обронили в общении между собой. А если бы они оставили их, то это было бы лучше для них. Кто верит в Аллаха и последний день, пусть говорит благое или молчит. Наши праведные предшественники проявляли к себе строгость даже в дозволенных словах. А что можно сказать о чем-то другом? Однажды Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала тем, кто находился в ее доме. Когда они спросили у нее, желает ли она отобедать, она не была голодна и сказала нет. Они же сказали: мы уже приготовили. Она сказала: накрывайте на стол
и давайте позабавимся. То есть, есть не хочется, но поедим немного с краев блюда. Накрывайте на стол, давайте позабавимся. Потом она сказала: «Да простит меня Аллах, мы будем забавляться с милостью Аллаха, в то время как другие люди вообще не могут раздобыть еды». Потом она приказала отдать еду беднякам, собрала денег, купила раба и отпустила его на волю, покаявшись перед Аллахом за то, что она сказала. Хотя, может быть, подобные слова показались бы незначительными для некоторых людей. Поэтому, о мусульмане, стремление человека удержать свой язык, размышления над тем, что он произносит, удержание себя и других от пагубности языка является делом, которое сохраняет человеку заработанные им награды и искупает его грехи. Я прошу Аллаха Свят Он Велик, чтобы Он сохранил нам наши языки и сделал нас из числа верующих в Аллаха и в последний день, которые или говорят благое, или молчат. Скажите то, что вы слышите, и просите Аллаха о прощении за себя и меня за каждый грех. Просите Его о прощении и кайтесь перед Ним, ведь Он прощающий милосердный. Хвала Аллаху за Его благодеяние и благодарность Ему за наставление на прямой путь и милость. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха Единого, у которого нет сотоварища. И свидетельствую то, что Мухаммад Его раб и посланник, да благословит Его Аллах и приветствует Его семью, братьев и любимых Ему людей, а также тех, кто последовал Его пути и придерживался Его сунны до самого судного дня. А затем, о мусульмане. Однажды один из наших праведных предшественников шел по дороге и услышал, что один мужчина ругает другого. Этот ученый человек, смотря на ругающего человека, сказал: «Как же мне жалко его детей». Те, кто шел вместе с ним, спросили: «При чем здесь его семья?» Он ответил: «Поистине, они учатся от него». Если он не стыдится произносить эти слова на улице, во всеуслышание, тогда как среди людей на улице есть ученые, торговцы, праведники и мудрецы, если он, несмотря на все это, не стесняется поносить другого человека такими непристойными словами на улице, так как же тогда он разговаривает, находясь у себя дома? Порой дети выходят на улицу и повторяют слова, смысл которых они, может быть, и не понимают, но они услышали их от своего отца. Поэтому, о люди, каждый из вас пастух, и каждый из вас будет спрошен за свою паству. Удерживайте свой язык, особенно у себя дома. Пусть дети не слышат от тебя ни одного непристойного выражения, чтобы не наступил день, когда ты скажешь своему сыну: «Что это такое ты говоришь?» А он тебе ответит: «Ты сам всегда так выражаешься». Удерживай свой язык и приучай детей к тому, чтобы они сторонились ругательств и проклятий, чтобы не передавали тебе чьих-то слов, чтобы не злословили друг про друга. Приучай их, чтобы они воспитывались на этом, ведь поистине они зависят от тебя. И если ты будешь на прямом пути, на нем будут они, а если ты собьешься, собьются и они, ведь в основном дети во всем подражают своему отцу. Мы просим великого Аллаха, чтобы Он исправил наши намерения и наше потомство. Мы просим Его наставить нас на лучшие слова, дела и поведение, ведь никто не наставляет, кроме Него. О Аллах, отдали от нас дурное, ведь не отдаляет его никто, кроме Тебя, о Господь миров. О Аллах, мы просим Тебя наставления, богобоязненности, целомудрия и богатства. О Аллах, отдали от нас смуту, видную и скрытую. О обладатель величия и почета. О Аллах, мы просим Тебя помочь нашим братьям-муджахидам во всей земле. О Аллах, дай им свою поддержку, окажи им свою помощь. О живой, о поддерживающий жизнь, объедини их слово на прямом пути. О Господь всех миров, о обладатель величия и почета. О Аллах, мы просим Тебя привести в порядок дела всех мусульман на земле. О Аллах, поставь над ними лучшего из них и сделай их в подчинении того, кто страшится и боится Тебя и желает Твоего довольства, о Господь всех миров. О Аллах, исправь наши намерения и наше потомство. О Аллах, даруй нам в наших супругах и в нашем потомстве усладу глаз и сделай нас предводителями верующих. И сделай нас предводителями верующих, о живой, о поддерживающий жизнь. О Аллах, наставь нашего правителя на то, что Ты любишь и чем Ты доволен. Возьми его за хохол и приведи его к богобоязненности и благочестию. О Аллах, наставь его на прямой путь и сделай все его дела ради Твоего довольства, а также и всех остальных предводителей мусульман. О Аллах, одари милостью Мухаммада и семью Мухаммада, как одарил Ты ею Ибрахима и семью Ибрахима, и благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил Ты Ибрахима и семейство Ибрахима, ведь Ты хвалимый славный. Мир посланникам, хвала Аллаху, Господу миров.